Работать профессионально, добиваться успехов. И поэтому я передаю слово профессионалам, юристам и адвокатам комитета. Первый доклад Анастасии Панагасилы. Он называется «Общественно-политическое ознакомление и правовое регулирование по кредитам». Анастасия, пожалуйста, если можно на трибуну. Спасибо. Мне предоставлена честь осветить тему понтийских кредитов. Я адвокат в Греции, и в силу своей профессиональной деятельности эта тема мне очень хорошо знакома. Понтийские кредиты, васанизм, я не знаю, есть такое правильное слово на русском, точный перевод на русском языке? Васанизм, криолептика, тус homogenies, тус патриотизм, с того момента, как они, в принципе, были выданы. Колос какос, кредиты эти выданы были людям, нашим соотечественникам, без критериев способности их возврата. Колос, потому что пенсионеры тоже смогли взять такие кредиты, фититес, студенты, которые учились, они смогли приобрести жилье. А кокос, потому что было проблема, ясно было, что эти люди будут не в состоянии выплачивать эти кредиты, потому что мы подписали договора кредитов, к сожалению. Первые проблемы этих кредитов начались уже с наступлением Греции серьезного экономического кризиса в 2009-2010 году, потому как до этого наши люди, колос-кокос, опять-таки выплачивали эти кредиты, действительно выплачивали. Но вот с приходом экономического кризиса люди не смогли уже платить, как, в принципе, и все остальные греки тоже. И что происходит? Действительно, полития, общество, государство выносят какие-то законы, которые позволяют большому количеству населения, которые не в состоянии выплачивать те или иные кредиты, упорядочить свои долги. Все вы будете знать о перебое Тосновской цели, который действовал более 10 лет. И какова отличительное, значит, отличие этого закона относительно наших именно кредитов? Это то, что изначально наши кредиты, наши кредиты не попадали под этот закон. Греческие судьи отказывались на эндашуне автотазание штономока цели. То есть, почему? Потому что у них было именно вот это перевой, то энгизи, то лику демосию. Гарантом было греческое государство. Простимин, то на линикон дикастерион, кидикаса Салоники, Селинодикио Салоники, первая, которая решила, что эти кредиты не должны отличаться от других кредитов, и они должны быть урегулированы, как и другие кредиты. Начали выходить судебные решения. Обрадовались мы, наконец-то сможем помочь людям, наконец-то люди смогут урегулировать эти долги. И что происходит? Люди имеют на руках судебные решения, и параллельно эти же кредиты уходят в налоговую. Что же получается? Люди 10 лет боролись для того, чтобы получить судебное решение, которое упорядочило бы их долги, и начали бы люди выплачивать, и уже государство выплатило часть этого долга банкам, а банки, в свою очередь, отослали эти долги в налоговую. И Даниолиптис, человек, который взял этот кредит, получается, должен и банку, и государству одновременно. Получается нестыков, получается неправильное применение закона. Δεύτερον, те люди, которые не смогли по тем или иным причинам зайти с номока цели, а такие тоже были, потому что номока цели их и проипотезис, их определенные условия. Не все могли попасть именно под условия этого закона. Остались, скажем так, за бортом, не смогли урегулировать свои кредиты. Что же произошло? Стали выходить судебные решения, исполнительные листы, где-то есть пиромис, хотела найти правильный орус росика, исполнительные листы, где-то есть пиромис, которые у ССТК уже просили всю сумму Аптонданюлипты. Получает человек на руки от судебного пристава решение судебное, которое говорит, такой-то, такой-то должен сегодня отдать 40 000 евро.
И эти судебные исполнительные листы были вот первым шагом к тому, чтобы начались катасхесис и плистериазми тон катекиотон пальностундон. Это произошло в 2021 году первый раз. Первый раз массово наши соотечественники стали получать, это есть плюромис, από τα ελληνικά δικαστήρια. Несмотря на то, что полития με κάθε τρόπο пробовала, хотела, докимазе, накани, вот на εντάσει эти кредиты, приравнять их ко всем остальным стегастика дания, ко всем остальным кредитам, судам на приобретение жилья, вот у этих кредитов есть такая особенность, что она не попадает, не получается их нарифмисун именно так, как все остальные кредиты. Элементарно. После того, как отменился, закончился номус кацели, вышел так называемый εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών με το νόμο 4738 του 2020. Опять, те люди, которые заикали ному кацели, пробовали зайти στον εξοδικαστικό. Опять наши κредίты были εκτός αυτής της ρύθμισης, μόνο και μόνο επειδή υπήρχε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Видите ли, πολιτεία νομοθέτης τότε αποφάσισε ότι η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου уже было προνόμιο για αυτούς τους δανειολήπτες, άρα δεύτερο προνόμιο να μπουν στον εξοδικαστικό ήταν περιττό. Считалось, что они не должны входить вот στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Мне παραλληλά надо было двигать это, но вот я вот παιδιά έκανε κάποιες τροποποιήσεις, έκαναν κάποιες αλλαγές. Δώστε μου ένα λεπτό να φτάσω σε εκείνο το... Вот. Начал видоизменяться, ήρθαν κάποιες τροποποιήσεις. Η μία τροποποίηση ήταν στο τελικά αποφασίσανε ότι τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τα ζαϊντούν στην εξοδικαστική ρύθμιση οφείλων, но ορίσανε αυτή την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει μείωση εισοδήματος κατά 20% από το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι παλινοστούντες, για α και β λόγους, δεν θα τους αναλύσουμε εδώ πέρα, δυστυχώς δεν δηλώνουν εισοδήματα, δεν υπάρχουν εισοδήματα. Οπότε δεν υπάρχει και μείωση 20% από το προηγούμενο έτος. Άρα πάλι δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτού του νόμου, άρα πάλι δεν ρυθμίζονται τα χρέη τους με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. И далее, третья τροποποίηση ήταν, μάλλον πρόσθεση του άρθρου σε αυτή την τροποποίηση, ήταν ότι οι τράπεζες, αν αρνούνται, если они отказываются делать какую-то прόταση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, они должны это сделать αιτιολογημένα. Που на самом деле τέτοια άρνηση никак не решает ουσιαστικό πρόβλημα, αδυναμία ρύθμισης των οφειλών. Чтобы понимать, что такое эксодикастикой механизм ритмических οφειλών, это электронная платформа, это алгоритм, составленный какими-то программистами, возможно, под руководством юристов, которая решает, зайдет тот или иной дανειολήπτης в ритмисе, в данной ритмисе. Και ουσιαστικά банки на основании сбора всякой информации, экономической, скорее всего, информации και προσωπικά δεδομένα, должно предложить дανειολήπτησу πρόταση να ρυθμίσει тем или иным способом свой кредит. Банки, αναφορικά με τα δάνεια των παλινοστούντων, αρνούνται έστω και αιτιολογημένα, που η αιτιολογία τους είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. То есть, если у него недостаточно дохода, он не может να αποπληρώνει. Απλά και μόνο κακόβουλα αρνούνται να κάνουν τέτοια ρύθμιση. Почему? Потому что εμείς ως νομική εταιρεία μας χειριζόμαστε τέτοιου είδους υποθέσεις, όπου σε άλλα στεγαστικά δάνεια, ομογενών και μη, όπου δεν υπάρχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τέτοιου είδους δάνεια ρυθμίζονται. Δηλαδή με τα ίδια κριτήρια. Ότι όντως δεν υπάρχει εισόδημα που να μπορεί να αποπληρώνει, εκείνο το δάνειο ρυθμίζεται, ενώ δάνειο του παλινοστούντα που έχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν ρυθμίζεται. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, διότι η τράπεζα περιμένει να πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο όλο το ποσό να βεβαιωθεί ύστερα στην εφορία και μετά ο παλινοστούντας θα είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει αυτό το δάνειο
ως χρέος του δημοσίου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον παλινοστούντα. Почему? Потому что плеон, то дание авто, олоклиро кефалио, это не какие-то маленькие налоги, которые собираются в течение года 200, 300, 500 евро, какую-то небольшую сумму. Это сразу огромное кефалио, 40, 30, 60.000 ευρώ, βεβαιώνεται στην εφορία και γίνεται χρέος του δημοσίου και έχει πλέον τις προσαυξήσεις του δημοσίου, που είναι 0,75% в месяц. Это огромные προσαυξήσεις. Сказать, как энергия, που έκανε наше общество, наше σωματείο ΠΑΣΕΠ αναφορικά με αυτές τις αδικίες που αντιμετωπίζουν οι παλινοστούντες αναφορικά με τα δάνεια αυτά. Καταρχάς, είχε κατατεθεί в 2020 году, δώστε μου ένα λεπτό, чтобы я смогла. В 2020 году βγήκε μια υπουργική απόφαση η οποία για πρώτη φορά όριζε με ποιο τρόπο πρέπει να βεβαιώνονται οι δόσεις των δανείων από την τράπεζα προς την εφορία. Και αυτή η περιβόητη βεβαίωση был όρος του δανείου, который мы подписали. Мы действительно подписали такие симвасис, όπου говорилось, что в случае, если мы не будем выплачивать эти кредиты, за нас выплатит государство, и далее эти долги должны были уйти в εφορию. Όλο αυτό το διάστημα, από το 2004 που χορηγήθηκαν τα δάνεια αυτά, μέχρι και το 2020, серьезных изменений по этим кредитам вот в этом отношении действительно не было. Υπήρχε μια συσσόρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην τράπεζα, которые были προς βεβαίωση, но на самом деле στα αφημί των δανειοληπτών δεν φαινόντουσαν ποτέ τα δάνεια αυτά. Το 2020 βγαίνει η υπουργική απόφαση, которая ορίζει με ποιο τρόπο πρέπει να βεβαιώνονται πλέον αυτά τα δάνεια στα αφημί των δανειοληπτών, να φαίνονται πλέον στην εφορία, δηλαδή ως χρέος του δημοσίου, και πώς πρέπει να διαγράφονται από τα βιβλία των τραπεζών. Για πρώτη φορά το ΠΑΣΕΠ κάνει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τονίζοντας τα παράνομα σημεία της υπουργικής απόφασης αυτής. Αυτό το δικαστήριο έχει πάρει αναβολή η μία ή δύο φορές, αδυνατόν να σας απαντήσω, αλλά знаю, что ноябре 2024 года θα γίνει το δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ноябре 2024 года. Ύστερα, πάρα πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε και πρέπει να γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας, соотечественники должны знать, что исполнительные листы, которые были... Αυτή είναι η αίτηση ακύρωσης. В свободном доступе, кто захочет почитать, я думаю, что есть возможность это сделать. Это очень много страниц, конечно. Не весь текст, да, потому что это составлен профессором конституционного права Константином Хрисованусом. И, к сожалению, мы не можем весь текст данного заявления опубликовать, пока не пройдет суд, по одной простой причине, что это является документом этого человека, без его разрешения, мы не можем его предоставить, но мы можем вам его показать, действительно, что есть заявление об отмене данного закона, который, в принципе, говорит, что кредиты репатриантов должны быть как бы в эфоре, но не говорит, и говорит я διαγραφή, но не говорит откуда на διαγραφή. Δηλαδή ποια είναι η διαγραφή, πού είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Το αφήνει ελεύθερα. Βεβαιώνονται και τι κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια αίτηση ακύρωσης. Пожалуйста, следующий PDF, где видно, как πότε είναι η πότε θα δικαστεί. Είναι εκτύπωση από τα ΣΤΕ που λέει πάνω. Αυτή είναι η δικάσιμος. Я же подчеркивала желтым. Όχι,
Την θετική, если вы видите, есть анаболейские или подлинные лекарственные. К сожалению, извини, Анастасия, Верховный суд мы не можем контролировать по поводу отсрочек, так как отсрочки назначает сам Верховный суд. Но в любом случае это заявление не останется без внимания, оно рассмотрится в обязательном порядке. Да, это неизбежный как бы процесс, поэтому нужно дождаться решения суда, и мы думаем, что мы выиграем этот суд, потому что у нас есть веские основания по поводу этого суда. Выходит уже решение судов первой инстанции, которые списывают кредиты в связи со сроком давности. Поэтому у нас есть основания полагать, что у нас будет положительное решение. Немножко хочу остановиться как раз на том, что сказала моя коллега о списании части кредита. Действительно, согласно статье 806 Гражданского кодекса, банк имеет право требовать свои кредиты, суммы, которые должен Даниил Липтис, в течение следующих 5 лет. После 5 лет именно этот транш, этот взнос, он считается парадиграменус. И сейчас панеладика не только у нас, но и в наших коллег-салониках, и по всей Греции плеон и палиностундекс имеют возможность получить судебным решением списание части своего долга. Практика это выглядит так, чтобы было более наглядно. Если человек перестал платить парадигматус хари один из своих досис, или досис тудио хилядес дека, 2 досис, в Салониках это было приблизительно около 3000 за год, да? 2 досиса по 1500 евро. Это означает, что банк имел право требовать этот взнос 2010 года следующие 5 лет. 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. После 2015 года, в 2016 году, этот взнос 2010 года он не имеет права требовать. И на парадиграменус. Банки начали требовать с наших репатриантов свои кредиты. Киотан леме требовать имеется в виду на эпидиоксу, на пенис прокси, именно вот где-то есть плеромис в 2021 году. Это означает, что большая часть этих кредитов симандиком мерус и на парадиграмену. И следующий... Да, покажите апофаси, которые говорит о параграфе. Вот один из таких апофасий, не пара πολλές τέτοιες апофάσεις, δεν υπάρχει λόγος. Τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, конечно, мы не смогли опубликовать, это не разрешается, но вот, в принципе, это одно из апофасий Эльвиры Голяевой, которая характеристики την συγκεκριμένη υπόθεση. И для того, чтобы понять, какой закон действительно, это нужно полностью всю историю сделать. То есть такой закон был изменен, таким законом были изменены. Кроме того, есть руководящие инструкции, дальше есть решение Министерства ведомств, дальше есть практика судебная. Поэтому основание, чтобы списать тот или иной кредит или выиграть то или иное решение, оно может быть для нас закон и плюс все остальные подзаконные акты. А для вас это не подъем, чтобы объяснить вам именно какая строка какого закона. В принципе, это для нас сложно, для обывателя еще сложнее объяснить это. Но это вот судья нам вынес на основе какого закона, какого подзаконного акта она принимает решение одобрить наше заявление и списать кредит. Нужно отметить, что уже вышли судебные решения, которые списывают полисимандика поста достаточно серьезные суммы, от 10 тысяч и выше, в зависимости от суммы исполнительного листа. Вот. Μπορούμε να πάμε λίγο στο PowerPoint για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Ευχαριστώ. Немножко в медленном режиме до этого, пожалуйста, какие статьи Конституции были нарушены при принятии данного решения Министерства экономики Греции, прошу прощения. Да, дальше. И анафора, это дальше, выше. Вы простите нас, дело в том, что у нас аудитория была предоставлена сегодня, и мы не смогли технически понять, как это все работает, поэтому просим прощения за вот такой вот немножко такой кафестериси. Извините. Эльвира, эта информация, она доступна же в вашей
Мы эту информацию пока не опубликовали, но после конференции мы ее опубликуем. Да, Диоген, спасибо за вопрос. Выше. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Выше. Там, где πρώτη ενέργεια. Ниже. Следующая πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που έκανε το Σωματείο ΠΑΣΕΠ έκανε μία σειρά από αναφορές, ανοιχτές επιστολές στους αρμόδιους φορείς. Αυτές οι αναφορές επιστολές είχαν σημαντικά αποτελέσματα υπέρ των δανειοληπτών παλαινοστούντων. Έχει γίνει ως αναφορά ανοιχτή επιστολή και στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Σταϊκούρα, έχει γίνει στην κυρία Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, έχει γίνει στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον τότε Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Αντρουλάκη, όπως και στον κύριο Κουτσούπα και στον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη ως πρόεδρο των συνδέσμων κομματικών πρόεδρων. Επίσης, έχει γίνει αναφορά, τι περιείχε αυτή η αναφορά, όλο αυτό το σκεπτικό και τις ανάγκες επίλυσης αυτών των ζητημάτων με αναφορά στους νόμους, την παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σε όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, που είναι 4 μαζί 5 μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ιστορικών καταστάσεων εκείνης της εποχής, περισσότεροι παλαινοστούντες δεν γνωρίζανε την ελληνική γλώσσα, δεν ομιλούσαν, δεν διαβάζανε, έχουν υπογράψει συμβάσεις δανείων, κατόλου περιείχαν γενικούς άκυρους όρους. Όροι κατόροι από τα ελληνικά δικαστήρια αναγνωρίζονται ως άκυροι γενικοί όροι. Например, τα επιτόκια των δανείων αυτών υπολογίζονται με βάση 360 μέρες το έτος και όχι 365 που πρέπει να υπολογίζονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του δανειολήπτη στο τέλος του έτους αναφορικά με την αποπληρωμή των τοκοχρεωτικών δόσεων των δανείων αυτών. У меня не получается. Хотелось бы сказать, όλες αυτές οι αναφορές και η συνάντηση των εκπροσώπων του Σωματείου ΠΑΣΕΠ με τον Υφυπουργό Ελληνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρης. Ναι, спасибо, что подсказали. Я тоже была в этом Эпитропе, мы вместе ездили в Афины, встречались, обсуждали как раз вот эту тему проблемного υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό των δανείων των παλαινοστούντων. Объясняли, что банки αδικαιολόγητα αρνούνται να στείλουν κάποια πρόταση ρύθμισης αυτών των δανείων, και ύστερα από αυτό έχουν έρθει αυτές οι τροποποιήσεις τις οποίες σας έχω αναφέρει, но, к сожалению, какой-то ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων και αυτό δεν επιφέρει. Почему? Потому что эти кредиты действительно являются другими кредитами, не потому что мы другие, нам дали другие, они такие, они другие кредиты, они не подходят под ритмиси других кредитов, у них есть своя идиоморфия, διαφορετική. Поэтому эти кредиты должны рассматриваться как отдельная категория кредитов, и на них должно быть другое νομοθετική ρύθμιση, которое могло бы ουσιαστικά облегчить και упорядочение долгов και αποπληρωμή των δανείων αυτών. Και для этого есть και πρόταση, потому что ελληνικό δημόσιο имеет свой такой положительный опыт, скажем, и мы могли бы тоже, воспользовавшись этим,
То есть это даже не ноу-хау, а у государства уже есть такой опыт. Последние 6 лет приблизительно их псифистенность номус един ритмиси тонданион туэк. Это бывший организмос сергатикис катикес, который потом перешел с долгами с тон УАЭФ. А кредиты, которые были выданы από τα ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ, με αυτό το νόμο είχαν ρυθμιστεί. Είχαν διαγραφεί πολύ σημαντικό μέρος του κεφαλαίου αυτών των δανείων και το υπόλοιπο ποσό είχε ρυθμιστεί για τα επόμενα χρόνια με δόση, которая была под силу этим людям, потому что αυτή η ομάδα των ανθρώπων στους οποίους χορηγήθηκε такие δάνεια, όντως ήταν μια ευάλωτη ομάδα των ανθρώπων. Και κредиты παλινοστούντων είναι επίσης από μια τέτοια κατηγορία. Категории кредиты, которые были выданы σε μια ευάλωτη, по тем или иным причинам, ευάλωτη ομάδα των ανθρώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Вопросы в конце. Сейчас давайте. В конце мы будем другая тема. Давайте подойдите сейчас. Потом будете говорить о пенсиях. У нас есть микрофоны, Павел, можно... Я могу кричать без микрофона. Хорошо. Если я понимаю правильно, ваш комитет, федерация, как вы называете, совершили революцию в вопросе оплаты кредитов. То есть, как вы говорите, что у вас уже есть судебное решение, что те кредиты, которые банк не требовал больше 5 лет, вы добились того, что суд принял решение, что это параграф, правильно? Это так, но это не совсем так, Павел. Это так или нет? Закончите свой вопрос, и я отвечу вам на Вопрос в вопрос. том, если это так, то у вас должно быть очень 10 тысяч людей, которые придут к вам на программу, на диаграмму заданию. Мы сейчас не будем рассказывать об очереди в 1000 людей, которые у нас есть. Есть это закон или закон? Смотрите, можно я отвечу? Извини, можно я отвечу, Анастасия? Липон, что касается очереди, да, она есть, но мы не берем все. Почему? Потому что Анастасия сказала... Ой, я поняла, про революцию. Я поняла, можно ответить? Можно ответить? Я отвечу. И вам этот ответ, не знаю, понравится или нет, но я вам отвечу. Смотря какой будет ответ. Да, ну я сейчас скажу. Анастасия, если вы просто невнимательно Павел слушали, она сказала... Нет, невнимательно. Я скажу, почему невнимательно. Потому что Анастасия донесла очень хорошо, что были выделены исполнительные листы, которые мы обжаловали, и на основе которых вышло решение о списании. Для того, чтобы эти кредиты на параграфун, нужно иметь основания, каким образом, когда, какие досис. То есть нужно определенные основания. Если этих определенных оснований нет, мы не можем обратиться в суд. Вот в чем загвоздка. То есть... Вы дали решение суда, которое вы выиграли. Мы выиграли не одно решение суда, более 30. Да. Это в соответствии с тем, вы не понимаете, она копиегина. То есть вышел исполнительный лист, и мы его обжаловали в судебном решении. Если такого листа не пришло человеку, мы не можем обжаловать, потому что у нас нет данных. Для того, чтобы пойти и сделать параграфы, нам нужны данные. Банки сами не дают эти данные. Не дают, к сожалению. Мы пошли, сделали заявление, у меня сейчас пришли 2-3 человека, у которых не было диатогиплеровис, не было исполнительных листов. И банки, мы пошли, сделали заявление, дайте нам те данные, на основании которых вы для других сняли диатогиплеровис. Они говорят, не даем. И все. То есть реально вы ничего не добились, реально? Нет. Что значит ничего не добились? По вопросу параграфиста я имею в виду. По вопросу параграфист, когда есть исполнительные листы, мы вам объясняем, что есть, вот, пожалуйста, здесь... Очень, да не мало. Эльвира. Да. Можно я дополню? Я очень извиняюсь, я должна дополнить, да. Действительно, мы αναφέραμε ότι έχει γίνει αίτηση ακύρωσης κατά υπουργικής αποφάσεως Συμβουλίου Επικρατείας, который еще δεν συζητήθηκε. Επιδιώκουμε глобальное решение для этих проблем. Το что мы вам сказали, что από το ελληνικό δικαστήριο έχει βγει αποφάσεις και τόνισα ότι δεν το κάναμε μόνο εμείς, το κάναμε πανελλαδικά και άλλοι συνάδελφοι, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία πραγματικά. ΝΟΕΤΑ προϋποθέτει ότι ο κάθε δανειολήπτης πρέπει πάλι να πάει στα δικαστήρια, έχει έξοδα, πρέπει να περιμένει
Και кроме этого, это еще и некести кризи του δικαστή να βγει μια τέτοια απόφαση. А мы сейчас говорим о том, каким образом мы могли бы добиться принятием закона и решением для всех одновременно, чтобы не каждый человек πήγαινε στα ελληνικά δικαστήρια να πλήρωνε και να περίμενε από τον κάθε συνάδελφο, από τον κάθε δικαστή επίλυση του προβλήματος. Мы говорим о том, что это особенные кредиты, и им нужно другое νομοθετικό πλαίσιο, которое могли бы вот так решить сразу им проблему. Та же электронная πλατφόρμα είσαι ομογενής. Έχεις εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτά είναι τα οικονομικά σου κριτήρια. Αυτά είναι τα προσωπικά. Ορίστε πάρει τη ρύθμιση τέτοια. Αυτό λέμε. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρεθεί εκείνη η лиси, которая будет одно для всех. И не будет зависеть от того. А то, что мы показали вам судебное решение, это сделали не только мы. Это решение на основании αστικό κώδικα, статьи 806 για την παραγραφή των ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείου. Такое решение есть у нас, есть у наших коллег по всей Греции, которые освободили это дания. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Анастасия. Значит, перед тем, как передать слово Эльвире Каляевой, просьба, вопрос. Все-таки давайте придерживаться нашего графика. Один вопрос просят, да. Нет, давайте запомните ваш вопрос, иначе мы уйдем. Сейчас буквально 2 минуты, Эльвира. Что вы хотите добавить? Вопросы потом. Добавить хочу следующее. На основе этих решений суда, как сказала правильно Анастасия, нами готовится новая анафора анихты пистоли, чтобы как раз этот вопрос решить в общем порядке, а не каждый, чтобы пошел в суд и добивался своего права на списание кредитов. Вот для того, чтобы это сделать, как раз нужны действия юридические, то есть нужно обратиться в парламент, всем партиям, прокурору, Верховного суда, премьер-министру, президенту, министру экономики, то, что мы сделали как раз для того, чтобы внести изменения в платформу. Мы как раз обратились таким образом на таких уровнях. И, естественно, это будет иметь свои результаты, потому что основания, которые мы говорим, они законные. И есть на этом основании уже решение судов. Вот и все. Спасибо. Еще на полминуты Александр Иосифович. Я хочу добавить следующее, Павел, к тебе обращаюсь. Значит, это говорит о том, что если есть риски поставить, вынести ваш дом на аукцион, то это спасает. То есть, поэтому это говорит о том, что процесс, который мы делаем, он спасает дома, чтобы не выносили на аукцион. Этим самым списывает суды. И в некоторых случаях даже на 100%, а в некоторых случаях там оставляет минимально. Один из таких, вот Диоген здесь, пожалуйста, он может сказать за себя, что вот у него с 26 тысяч осталось 6 тысяч. Да. Пожалуйста, тут есть живые примеры, мы же не там с космоса что-то говорим. Значит, давайте... Спасибо. Я благодарю вас за ваше внимание. Спасибо большое. Надеюсь, моя речь была полезной. В комитете мне сообщили, всего по Греции 35 тысяч таких кредитов. Кредиты до 60 тысяч, да, по-моему, выдавались. Значит, это примерно около 2 миллиардов евро. Сколько из них будет, какая сумма будет списана, но в любом случае эта сумма, вы понимаете, объем не просто денег, но и сколько судеб. Это 35 тысяч семей. И здесь я хочу обратить еще внимание в комментарии после первого выступления. Был упомянут профессор Конституционного суда и евродепутат Хрисогонос. Комитет с ним сотрудничает очень тесно. Комитет сотрудничает с более чем 10 адвокатами не русскоязычными. И я считаю, что вот эта практика – это единственный выход, чтобы к нашим проблемам было привлечено больше внимания со стороны общества. Если мы не будем подключать профессионалов, мы не живем в воздухе, мы живем в обществе, в гражданском обществе. И поверьте, идейных людей, которые готовы нам помочь, порой, не меньше, будем говорить так, в остальной части общества, чем только если мы будем искать помощь среди наших соотечественников. Поэтому эту практику надо расширять, и молодцы,
ребята, что этим так хорошо пользуются. Второй доклад.